Открытия многофункционального центра жители села Ой ждали несколько лет и дождались. Двухэтажное каменное здание общей площадью более 300 квадратных метров расположилось в самом сердце села. Его построили в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке. На первом этаже почта и библиотека. Второй этаж полностью занят администрацией наслега. Многофункциональный центр возвели на месте старой администрации. Ее хорошо помнит старожил села Егор Ильин, который в 70-е и 80-е годы работал председателем местного сельсовета. Наше здание было построено на основании двухквартирного дома. Здание деревянное было, ветхое стало. Ремонтировали. Время идет, надо обновлять, надо построить. Почта до переезда тоже функционировала в старой деревянной четырехквартирке. Невозможно было работать, холодно было. Но здесь уже центр у нас, и площадь увеличилась, благоустройство есть, все у нас тут. Рядом и горячая, и теплая вода, окна большие, светлое все. Площадь почти в 2 раза увеличилась и у сельской библиотеки. В новом здании под читальный зал и под хранилище выделили по кабинету. Мы располагались в клубе, там помещение было совсем маленькое, где-то 36 квадратных метров. Сейчас люди спрашивают, как все это помещалось в помещение. В скором времени в стенах многофункционального центра также должен появиться музей истории наслега, где выставят такие раритеты, как ремень головы наслега образца 1670 года и прочие ценные экспонаты. А через дорогу от многофункционального центра должны обустроить площадь. Для осмотра места под будущее общественное пространство приезжали руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе республики Ирина Алексеева, а также председатель постоянного комитета по строительству, ЖКХ и энергетике Госсобрания Илтумен Яков Ефимов. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.